Уважаемые жители республики, добрый вечер. Продолжаю ежедневно информировать вас о ситуации. Несколько цифр. На сегодня в республике лабораторно подтверждено 2352 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки это 86 человек. Под медицинским наблюдением находится 1880 человек. Выздоровело 1026 человек. По структуре заболевших среди 86 человек 42 человека это Воркута и 17 Усинск. Мы все-таки приняли такое непростое решение и не будем проводить парад Победы в Сыктывкаре 24 июня в честь 75-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне. И основная причина это, конечно, в том, что на такое большое мероприятие соберется очень много народа. И точно совершенно мы после такого массового стечения людей прогнозируем снова вспышку заболевания коронавирусом. Делать этого точно нельзя, еще и потому, что все-таки основные участники и основные виновники торжества – это наши дорогие ветераны. И подвергать их жизнь опасности точно совершенно мы не имеем никакого права. А проводить парад без них, это не парад Победы. Поэтому еще оставляем за собой такое право и надежду, и желание провести парад Победы в сентябре месяце, после того, как все-таки уровень заболеваемости снизится. Хорошая новость для аграриев республики. В этом году из-за изменений в федеральном законодательстве оказались лишены субсидии на проведение полевых работ 11 сельхозпредприятий. При этом на их долю приходится очень большое количество земли, посевных площадей, это более 6 тысяч гектар. И, конечно, просто оставить наши сельхозпредприятия без помощи мы не могли. Я дал поручение Минсельхозу республики и совместно с Минфином республиканским все-таки провели изменения в республиканском бюджете и увеличили объем бюджетных ассигнований на оказание такого вида поддержки. На эти цели дополнительно направлено порядка 10 миллионов рублей, и эти средства будут доведены до хозяйств в течение июня месяца и помогут компенсировать затраты на проведение полевых работ. Мы сейчас в республике активно ведем работы по организации выплат пострадавшим от весеннего паводка. Работают муниципальные комиссии. По предварительным данным, которые получены из районов, в результате половодья пострадали более 700 домовладений. Большая часть из них находится в Усть-Цилимском районе. И всем пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь из резервного фонда республики в размере до 30 тысяч рублей на каждый дом, или квартиру. Общий объем выплат составляет около 23 миллионов рублей. И кроме того, помощь будет оказана и по линии Министерства труда и социальной защиты. И здесь выплаты составят 10 тысяч рублей, и их получат более 1500 наших сограждан нашей республики. Ко мне обратились жители многоквартирных домов Усть-Цилимского района с жалобами на большие суммы корректировок за отопление. Предварительная проверка, проведенная по моему поручению службой Стройжилтехнадзора республики, выявила, что наибольшие суммы, а это порядка 20 тысяч рублей, были выставлены жителям 6 домов, где зафиксированы существенные нарушения при вводе в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии. И, кстати, такое же нарушение в свое время, помните, я вам докладывал, стало поводом для отмены корректировок в Усинске. Заключение службы направлено в прокуратуру Усть-Цилимского района для принятия окончательного решения, и мер прокурорского воздействия, реагирования. О том, какое решение будет принято прокуратурой, я сразу, как только будет такое решение принято, я вас проинформирую. На сегодняшний день это все новости.
Продолжаю вас призывать к тому, чтобы вы соблюдали режим безопасности, выходя в общественные места, одевали в обязательном порядке маски и перчатки. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, до завтра.